Всем здрасте, всем добрый вечер. Показать захотелось мне наших козлят. Вот. Целый день они бегали за мамкой, а вечером я забираю их. Надоедают они этой козе, она счастлива. Убегает от них к другим, спотыкаясь, бежит. Так они ее достают. Вот. Вот они. Вот они, я тоже за ними скучаю. Прихожу к ним, поиграться с ними, поговорить. Они такие умненькие. Ну, растут они. Родились были как котята совсем мелкими. Но я рада была, что они живые, потому что оказалась коза в первый раз. Сама такая не крупненькая. И сейчас она ужасно худая. Подкармливаю я ее подкармливаю несколько раз в день. То капусту, то морковь, то еще что-то, то зерносмесь. Одним словом, как-то пытаюсь поддержать. Сделала вот этим красавчикам, козлятам, сделала, значит, витаминчики, сделала седимин, но побоялась, сделала, значит, по 0,02 вот этой вот белой козочке. Белая козочка, черный мальчик. И мальчику сделала 0,3 седимина, девочке 0,2 и по 0,5 илиавита. И козочки тоже проколола миллилитр илиавита и 0,5 седимина. Вот. Повторно, обязательно надо будет повторить. Вот, но это на днях сделаю. Вот. Смотрите, оставила вон того одноглазого. Я была уверена, что это курочка бойцовской породы. Оказалось, что это петушок. Я никак не могу понять, где там петух, где там курочка, пока они не подрастут. Вот, а вот это вот, что вот ко мне спиной стоит, это девочка такая злая. Если я сюда закидываю новую курочку, обязательно день будет гонять ее, бить, а потом как-то уже все, когда та сдается, она уже ее принимает и не трогает. Вот такие вот дела. Был у меня тут очень красивый петух. Тоже отсадила я его с этими курочками. Но пришла соседка, попросила курочку, и я вместо курицы отдала петушка. Вот, и он пошел на мясо. Вот такие вот дела. Вот эта печка очень хорошо тут греет. Козлята греются у меня под печкой. Они залазят под эту печку. Прекрасно они понимают, что могут обжечься. Близко так не подходят. Всю панику наводит вот эта вот девочка. Надумала я отнять вот этих козлят у козочки. Я ее подоила. Она так спокойненько стала и дала себя подоить. Но вот эти вот так детки скучали по маме, что вот не выдержала моя душа. И я все говорю, возвращайтесь. Вот такие вот дела. И они теперь днем с мамкой, а вечером, ночами у нас еще холодно, мороз. Поэтому они и днем им было холодно, потому что они же у меня тут в теплице с рождения. И вот видно было, что они вот такие вот подрагивают, и им холодно. Но дотерпели, ничего. Смотрите, как они стоят, греются. Вообще козлята это вообще нечто. Такие умненькие они, прямо в глаза смотрят. И самое интересное, мамка их такая ручная стала. Милка у меня вообще такая ручная девочка. Я ее зову, она от всех отделяется, ко мне подходит.
Она знает, что я что-то сладенькое ей принесла. Хочу ее угостить. И вот без проблем у нас. Но единственное, что молока мало. Я бы ее, наверное, раздоила бы. Козочка неплохая. Хоть и худая страшно после вот такозы, она прям одни косточки, но все равно она молочной породы, хорошая козочка. Но видите как, смысла нету ее доить, и ладно, фиг с ней. Вот этот петушок у меня тут 100 грамм имеет вес. Это сынок того белого петушка. Весь в папку, наглый. Я не знаю, почему он не набирает вес. Наверное, мясо в нем 100 грамм. Наверное, знает он, что если он наберет вес, то я его пущу, значит, на мясо. Продам или себе. Вот. Ну, я шучу. Я его очень сильно нравится. Он мне живчик такой. Пока всем.